Ремонт и покраска автомобилей. За этой работой многие привыкли видеть только мужчин. Но жительница Бишкека Назгуль Нааматбекова своим примером показала, что и представительницы прекрасного пола могут успешно заниматься этим делом. Она автослесарь, и в этой профессии уже 30 лет. Мой муж занимается ремонтом автомашин. Помогая ему, я научилась самостоятельно ремонтировать авто. У нас свой небольшой гараж, где мы сейчас работаем. Мы покупаем нерабочие машины или автомобили с повреждениями, ремонтируем их полностью, а затем продаем. На одну машину может уходить около месяца. Параллельно берем небольшие заказы. Я люблю свою работу. У Назгуль Нааматбекова 4 детей, а также инвалидность второй группы. В прошлом году она узнала о проекте «Социальный контракт» и приняла в нем участие. Отказавшись от социального пособия, она получила 100 тысяч сомов. На эти деньги было куплено новое оборудование для домашней автомастерской. На 100 тысяч мы приобрели новый контактный сварочный аппарат. Он гораздо удобнее нашего старого и более мощный. Приобрели машинки для шлифовки и новый компактный компрессор. С его помощью мы красим детали кузова машины. С новым оборудованием работа стала комфортнее и быстрее. В будущем будем расширять наше дело и вкладывать в него средства. Проект «Социальный контракт» в пилотном режиме был внедрен в 2021 году. Благодаря успешным результатам его реализация продолжилась и в последующие годы. В общем, социальный контракт получили почти 13 тысяч человек. Данный проект помогает людям, получающих пособие УИБИЛИГУ КОМЕК, улучшить свое жизненное положение и реализовать задуманный бизнес-план. В рамках социального контракта были открыты такие мастерские, как швейные мастерские, мастерские по изготовлению, например, войлочных изделий. Также есть мыловарочные цеха, где работают от 2 до 8 человек. Вот. Очень хороший пример можно привести из города Каракова, где наша получательница социального контракта открыла клининговую компанию, такую мини-компанию, и куда привлекает на сегодняшний день до 15 человек. Как отмечает представитель Министерства труда, результаты проекта успешны почти на 99%. Из 13 тысяч участников проекта только 8 семей по форс-мажорным обстоятельствам не смогли реализовать свой задуманный бизнес-план. На 2024 год запланировано заключить социальный контракт с 20 тысячами семей. Сеймах Мусаев, Мейринбек Джасупек Улу, ЛТР, Бишкек.